Всем добрый день, меня зовут Альмира Микижанова, я являюсь менеджером по маркетингу в нашей компании Siberian Wellness, работаю уже 3 года почти. Вот. Я следующие 6 уроков буду вам рассказывать о секретах соцсетей. Мы поговорим о том, что такое шапка профиля, да, сегодня, например, топлинк, рилсы, тикток и так далее. То есть все, что касается соцсетей. Итак, сегодня у нас урок начинается с того, что такое шапка профиля и для чего нам все это нужно и как правильно ее оформить. Ну что ж, давайте начнем. Начнем с того, что такое вообще шапка профиля. Это первое, что бросается в глаза при входе на ваш аккаунт. Это первое впечатление о вашем профиле. В идеале она должна соответствовать формуле. Это пришел, увидел, купил, ну или хотя бы подписался. Именно по этим нескольким строчкам текста, да, пользователи определяют, останутся они или уйдут. Вот почему подходить к ее оформлению нужно с душой. Рассказать о себе, перечислить услуги, назвать условия работы, оставить контакты. Вот для чего чаще всего используют шапку профиля в Instagram. Но этого бывает, конечно, мало. Нужно как-то зацепить нашу аудиторию, да? То есть аккаунтов-то очень много, а все могут быть между собой похожи, если у нас везде шапки профиля одинаковые, да? Нам как-то нужно в одной емкой фразе выразить всю свою индивидуальность, да, подчеркнуть свои какие-то преимущества и просто на человеческом уровне понравиться пользователю. Итак, давайте посмотрим, что включает в себя шапка профиля Instagram. На вопрос о том, из чего, да, складывается шапка профиля в Instagram, то есть можно посмотреть в разных источниках и найти совершенно разную там информацию. Да? Но самое краткое объяснение – это, да, текстовый блок между аватаром и лентой. Все эти элементы в комбинации создают первое впечатление от страницы. При грамотном, да, их сочетании и оптимизации и описании, да, оптимизации описания можно добиться лучших результатов в продвижении самого аккаунта. И что мы видим? На картинке вот я вам здесь наглядно продемонстрировала. Да? У нас есть наше имя пользователя, то есть наш никнейм, другими словами. Есть аватар, да, это фотография, которую мы ставим, чтобы люди понимали, кто вы. Есть имя или название профиля. Есть текстовое описание краткое, да, там, по-моему, 150 символов, если я не ошибаюсь. Также мы можем добавить ссылку, мы можем добавить адрес. У нас есть кнопки для связи и действий. И еще последнее – это обложки, да, актуальных историй. То есть мы по-другому их называем highlights. Вот. Теперь нам, чтобы это все изменить, какие-то внести изменения, да, в шапку профиля, мы хотим же ее все-таки оптимизировать, нам нужно просто нажать на кнопку «Изменить», и далее мы перейдем в следующее окно, где мы можем поменять, в принципе, все. Мы можем поменять аватар, мы можем поменять имя, название, да, мы можем использовать другой ник, добавить какое-то новое текстовое описание, да, добавить наши ссылки, адрес, ну и кнопки для связи, то есть там написать сообщение, да, там или так далее, или позвонить. Вообще, какие задачи решает, да, шапка профиля Instagram? Какой должна быть она, чтобы Instagram, да, это зависит от того, какой у вас аккаунт. То есть, если у вас личный блог или там страница компании, да, то есть от этого все зависит. То есть я буду здесь показывать на странице нашей компании, но в вашем случае это будет немножко отличаться, так как у нас все равно идет как бы безликая компания. А в вашем случае это будет проще. Итак, какими могут быть задачи? Да? То есть первое – это знакомство с никнеймом, с аватаром, да, и именем пользователя. Там. То есть вы представляете свой личный бренд, кто вы такой и так далее. То есть в описании там можно написать, не в описании, в названии можно внести какие-то ключевые слова, которые бы вас описывали, или ваш личный бренд. Вовлечение, да, в текстовое описание можно включить фразу или послание какое-то, или призыв, который будет побуждать к проявлению активности на вашей странице. Узнаваемость, да, это следующий пункт, цепляющий текст там, или визуальное оформление шапки помогает выделиться и запомниться. Навигация с помощью подсказок в тексте, там, тех же самых хэштегов, да, или упоминаний других аккаунтов можно управлять вниманием и направлять подписчиков к нужной информации. Информирование – это еще одна из ключевых, да, каких-то задач, которые решает шапка профиля. Информирование – это, то есть мы в описании для Инстаграма можем добавить актуальные какие-то сообщения для аудитории. Следующее – это продвижение, то есть продуктов или услуг. Активная ссылка в описании позволяет, там, допустим, перенаправлять пользователя на любой внешний ресурс. Призыв к действию, то есть это call to action по-другому, да?
на английском, если с него переводить напрямую, это будет призыв к действию. В шапке профиля он, допустим, побуждает к целевому действию, например, кликнуть по ссылке. Есть еще такая опция, как это поисковая оптимизация, то есть ключевые слова в шапке профиля, они помогают заинтересованным лицам, заинтересованным пользователям найти вас и повышают таким образом приоритет аккаунта в выдаче. Когда вы, допустим, вбиваете какое-то слово ключевое, и первый аккаунт, у которых есть это в шапке профиля описания, они выходят первыми, что очень важно помнить. Итак, давайте двигаться дальше. Мы будем сейчас попунктно разбирать каждую часть шапки профиля, да, чтобы у нас было понимание, что и для чего это делается. Первое – это аватар, первое, что видят люди. Все более популярным, да, становится это, ну, вообще, как обычно делают, то есть ставят свое лицо в этот маленький кругляшок крупным планом, да, или там на ярком фоне. Но все более популярным становятся какие-то градиенты, абстракты, рисунки, надписи, там, с визуальными эффектами и так далее. То есть, если это ваш личный блог, вы лучше ставите свое лицо, вот как на примере здесь, да, у нас Карина Аксукпаева или там Уилл Смит, у него вот немножко с дизайном, то есть оно сразу бросается в глаза. Если это какой-то там блеклая картинка, вас могут не сразу заметить, но это чисто такой человеческий фактор. Вот, поэтому советую вам поставить свое лицо приближенно, желательно на ярком фоне. Итак, следующее – это имя или название. Да? Давайте не будем путать это с никнеймом. То есть это совершенно разные вещи. То есть это у нас идет, вот как на картинке у меня показано, да, это идет под названием. То есть это интерьеры и дизайны, например, вот в этом случае этой страницы. Да? Это жирная строка в шапке профиля, которую необходимо указать ключевые слова, которые определяют основную тему вашего профиля. Эта строка вмещает в себя примерно 30 знаков. И, пожалуйста, еще раз повторю, не путайте это с ником аккаунта. Если ваш бизнес там локальный, да, то можно помимо ключевых каких-то слов, даже желательно, наверное, в этой строке указать какой-то город, то есть в котором вы, соответственно, работаете. Ну, пример, да, вязание шапки там Алматы. Хорошее, понятно, то есть мы сразу находим, да, основную тему нашего профиля и показываем, в каком это городе, в принципе, находится, да. Или, допустим, ну, я не знаю, делаю все и ничего. Это очень плохо, то есть непонятно, о чем вы вообще говорите, да. Вот, ну, или там вы напишите свое имя, да, там, я не знаю, я напишу Альмира Микижанова, но я неизвестная личность, меня как бы никто не знает, поэтому смысл мне писать свое имя, да, если я хочу вести бизнес-аккаунт. Вот, это, напомню, да, еще раз, что вот эта жирная строка в профиле, это поисковая строка, по которой вас могут найти ваши потенциальные клиенты и будущие там подписчики, да. Вряд ли вас там будут искать по имени там, да, Альмира там, или Микижанова. То есть, ну, если бы я была какой-то известной личностью, то да. Ну, а так, как бы никто не будет нас по имени искать, кроме тех, кто нас знает лично. Вот, ну, то есть есть смысл писать в эту строку свою фамилию, имя, да, если вы там известная личность, блогер там, или там ваш личный бренд уже на слуху у людей. А в другом случае, то есть мы пишем, допустим, да, БАДы, косметика, Актау, витамины и БАДы, Астана. Все. То есть здесь нас тогда будет проще найти. Следующее – это наше текстовое описание, как мы видим на картинке, да. Здесь я вам привожу хорошее описание, да, вот там сделала запуск на там такую-то сумму, обучила более 200 продюсеров, ну и так далее, да. То есть в текстовом био, да, вот в этом текстовом описании нашей шапки профиля, да, ну не так много возможностей развернуться. Здесь у вас доступно всего там 150 символов, да, и тут лучше работать по принципу, да, лучше, меньше, да лучше. То есть коротко, лаконично и понятно. Да, примите во внимание, да, что обилие информации, которую выдает сеть пользователям при каждом посещении, да, в этом не остается сомнений. То есть лучше коротко, понятно написать, чем расписывать ни о чем, какую-то воду там разводить. Вот, хорошая идея, да, это сформулировать одно или там несколько ваших преимуществ, да, или особенностей там короткими фразами. Например, да, там выведу на доход в 100 тысяч тенге там за 2 месяца. Или у меня там в команде 30 человек со стабильным доходом. Вот, то есть, еще раз, да, говорю, в шапку профиля вмещается 150 знаков. То есть 150 знаков – это, ну, не так много на самом деле, которые там поддерживают, да, те же самые активные ссылки, да, в виде хэштегов там, или ссылки на чей-то профиль, как вот мы здесь видим в нашем примере. Вот.
Не нужно злоупотреблять текстом, да, когда у вас там слишком тоже много текста, там, чем короче, тем лучше. Это смотрится, некрасиво и как-то нечитабельно, да, как может показаться. Лучше все это подробную информацию, да, закрепить в наших хайлайтс или там в актуальном, по-другому, да, или там под определенным хэштегом, но вот эту шапку профиля лучше не загружать и использовать какие-то короткие фразы. Короткие фразы, которые выражают ваше преимущество, там, ваши особенности и вашу отличительную черту. Все, двигаемся дальше. Еще много вопросов возникает у людей. А на каком языке писать, да? Используйте язык, на котором говорит ваша аудитория. То есть, если ваша аудитория говорит на русском языке, то стоит писать шапку профиля на русском языке. Точно так же, если ваша аудитория говорит преимущественно там, на казахском языке, да, то, соответственно, вы пишете текст на казахском языке. Все зависит от того, какую аудиторию вы преследуете. Да? Каждую фразу, да, лучше писать с новой строки для визуальной какой-то гармонии, да, когда людям лучше воспринимается такая информация и легче читается. Да, главное, там, не сбивайте все в одну кучу, не расставляйте там миллион. Расставляйте больше абзацев, да, там, и больше используйте там какие-то эмоджи. Ну, конечно, тоже не стоит злоупотреблять, а то это выглядит несерьезно. Вот. Если вы, допустим, любите какие-то красивые шрифты, да, там, или нестандартное какое-то оформление, да, можно использовать такие программы, да, как LingoJam или там Textigram, то есть использовать их и просто скопировать туда, оно там станет нормально и будет какой-то у вас свой отдельный шрифт красивый. Вот. Ну что, в принципе, тут все понятно, да, то есть мы разбиваем текст, еще раз резюмирую, делаем абзацы, вставляем какие-то эмоджи, пишем кратко, лаконично, используем язык тот, который использует ваша аудитория. Следующее. УТП. Уникальное торговое предложение. В тексте шапки в профиле обязательно должно быть уникальное торговое предложение. То есть ваше уникальное отличие от другой компании или там, других товаров там, или услуг, да, по которым клиент может для себя вас выделить. Иными словами, УТП должно содержать ответ на вопрос, почему я должен купить именно у вас. УТП должно быть кратким, без воды, опять же. Да? Вот, допустим, примеры, да, которые плохие примеры. Делаю качественно и быстро. А что ты делаешь качественно, быстро? О чем ты вообще, как бы, ни о чем не говорит. Или там самый качественный ремонт квартиры. Избегайте таких слов, да, самый лучший, эксклюзивный, дешевый, там, это такие общие слова, которые ни о чем не говорят. Тут лучше подкреплять все там цифрами, да. Допустим, хорошие примеры, да, УТП, вот я вот привела вам здесь на картинке. Это у нас страница «Ели худели», да, это доставка правильного питания. 150 блюд и 30 программ. Без сахара и ГМО, то есть они продают все свои преимущества здесь. Да, и другие примеры, это курсы мастера там, по маникюру с трудоустройством, то есть уже здесь какая-то там плюшка есть, то есть не только тебя обучат, да, там, но еще и трудоустроят, да? Или там стиральный порошок без химикатов, в нашем случае, да, там, пищевые добавки там по выгодным ценам, я просто сейчас утрирую, то есть из головы беру, да. Вот, это если у нас аккаунт продающий. Если же аккаунт у вас не продающий, то в шапке должна быть отражена какая-то основная ваша миссия, какое-то позиционирование, да, должны быть указаны там ваши преимущества, почему люди должны подписаться на ваш блог, чем он интересен, чем он уникален, и что в итоге они из этого получат, да, если подпишутся на вас. Но я думаю, мы все стремимся к тому, чтобы сделать свой Инстаграм продающим. Поэтому давайте обращать внимание на то, каким должно быть УТП. Да? То есть коротким, еще раз повторюсь, коротким, понятным, без воды, конкретно говорящим о том, что человек может от вас получить. Вот, допустим, мы с вами написали, да, вот этот живой, понятный каждому текст, и в конце обязательно не забывайте добавить призыв к действию, call to action. Да, там, присоединяйся, подпишись, там, со мной интересно, да, там, какой-то заказывай посылки, пиши в директ, там, вдохновение там, в каждой публикации, там, закулисье каждый день. То есть тут разойтись можно вообще не на шутку, то есть быть уникальным, да, написать свой какой-то интересный, да, призыв к действию. Избегайте, пожалуйста, штампов типа эксклюзивный, индивидуальный, лучший, самый, там, дешевый. Фразы, начинающие с буквы «не», тоже не стоит использовать, да. Допустим, в продающем аккаунте, да, обязательно можно, желательно, конечно, использовать, да, фразы-триггеры, там, бонус при покупке.
или подарок при первом заказе, или в нашем случае, да, там кэшбэк 15% на каждый заказ, или там кэшбэк 25%, если ты там зарегистрируешься, ну и так далее. То есть мы здесь какие-то плюшки добавляем, чтобы у человека дополнительно возникло желание подписаться и как-то взаимодействовать с вашим аккаунтом. Дальше двигаемся. Что у нас дальше идет? Это кнопки «Контакты», да? Обязательно в шапке профиля указывайте контакты. Вот мы с вами, допустим, все написали. Мы с вами привели отличное описание, да, нашей шапки профиля. Мы аватар поменяли, все классно сделали, а кнопка «Связаться» не работает. Ну и куда у нас дальше человек пойдет? Ну, максимум напишет директ, да? А мы можем еще направить же его в другие каналы, да? То есть аудитория, она должна сразу понимать, как можно с вами связаться, если вдруг они решат, да, с вами там взаимодействовать или там купить что-то или там что-то спросить, да, и так далее. То есть обязательно добавьте прямую ссылку там на свой сайт там, или твою реферальную ссылку, или добавьте сайт TopLink, да, где у вас там много ссылок, которые могут направить человека в разные там ваши мессенджеры и так далее, да, какие-то чаты, ну и тому подобное. Да, то есть, но, к сожалению, как бы в Инстаграм, да, мы можем добавить только одну ссылку в шапке профиля, да, активную. Вот, поэтому можно использовать какой-то внешний ресурс, опять же говорю, это TopLink, да, то есть там у нас есть мультисылки, мы можем использовать разные варианты, да, и просто ограничиться этим, вот. Ну и двигаемся дальше, да, то есть мы с вами добавили контакты, мы с вами добавили там телефон, мы написали call to action, там пишите в директ или там пишите на WhatsApp, топ-линк добавили там или ссылку на WhatsApp или на Telegram, да, как люди могут там в ваш чат перейти. Все, с этим мы закончили. Что у нас дальше идет? Дальше у нас идет это актуально. В актуальном можно хранить самый важный там, да, интересный какой-то контент из сторисов, да, и это как бы не единственный плюс, да, то есть вы что можете добавить в актуально? Вы в актуально можете добавить, да, отзывы по продукту, чтобы вызвать доверие, опять же, да, экспертное мнение какое-то добавить, да, добавить акции, скидки, ссылки на другие соцсети, то есть вы выложили в сторис, там, типа, я начинаю марафон, подключайся там, и вот вы ссылку добавили в сторис, а дальше это сохранили в highlights, то есть вам не нужно каждый день теперь писать, что вот у меня марафон начинается, да, а ссылку куда-то не знаете, куда приплюсовать, да, то есть полную информацию, допустим, про тот же марафон, да. Вот. Вы можете отдельно создать highlights о бизнесе, то есть вы там рассказываете, что, допустим, вы там в бизнесе, я не знаю, лет 5, и за это время вы там заработали себе новую машину, съездили в путешествие и так далее, да. Можно туда, ну, на самом деле здесь уже все зависит от вашей фантазии, от вашего опыта, да, какие вы отзывы получаете от клиентов, да, то есть, ну, здесь можно добавить все, что угодно, что будет интересно человеку, чтобы его зацепить. Вы здесь можете даже о себе что-то вставить, да, рассказывать там свою какую-то личную историю, да, там, что вы сегодня делали, там, допустим, ставить, как лето у вас прошло. Ну, то есть, говорю, опять же, все здесь, все зависит от того, кто на что гораст. Вот. Точно так же можно использовать, напомню, путешествия и автопроекты. То есть здесь вы можете ставить, да, там кто-то, вы взяли, допустим, по автопроекту машину, кто-то вашей компании взял машину новую, да. Обязательно это добавьте в ваши хайлайты, ваше актуальное, чтобы люди видели, что есть на самом деле результат, что люди как бы зарабатывают, они двигаются, становятся лучше, да, у них и здоровье улучшается, там, они в путешествия ездят, то есть, что вы живете вот какой-то такой мечтой, и люди захотят точно так же. Вот. Ну, вообще вот эти обложки наших хайлайтсов, да, или актуальных, выглядят как бы логичным завершением, да, шапки профиля, особенно когда они оформлены там в одном стиле с вашей аватаркой, да, и поддерживают какую-то общую концепцию профиля. Но как бы не все блогеры оформляют хайлайтс одинаково, кто как хочет, да, но мы рекомендуем, ну, я рекомендую лично, мне просто визуально и эстетически кажется, это как-то более показывает, да, там ваш визуальный вкус, наверное, вот. Итак, ну что, у нас урок подходит к концу, я вам хочу дать ваше задание, которое нужно будет выполнить. То есть, следуя тем советам, которые я вам дала, нужно будет обновить вашу шапку профиля в Инстаграме, поменять аватар, если ваш аватар, как бы вы считаете, не соответствует там, моим рекомендациям, да, которые я вам давала, поменять имя пользователя, да, допустим, если до этого у вас стояло Альмира Микижанова, ну или ваше имя, фамилия, отчество, да, вы можете здесь добавить
например, БАДы, косметика, ну и так далее, там, или натуральные витамины, витамины, минералы, там, добавить город, если вы там, допустим, пока работаете только на один город. Вот. Дальше опять, ну, резюмирую, да, добавить описание, то есть придумать описание без воды. Здесь написать ваши преимущества, ваши особенности, чем вы отличаетесь от других. Добавить обязательно призыв к действию. Подпишись, пиши в директ, сделай заказ по ссылке, ну и так далее, да. Дальше мы добавляем с вами ссылку на WhatsApp или топ-линк. Топ-линк мы, кстати, с вами разберем в следующем уроке. Вот, также добавить адрес, и если такое имеется, да, и обновить кнопку «Связаться». Добавить все это в актуальную полезную информацию, например, там, как зарегистрироваться, как сделать покупку, ваши отзывы, продукты там, для здоровья, да, продукты для красоты и так далее. Тут это опять же хайлайтсы, вы уже сами додумываете, что будет интересно вашей аудитории. Все, у меня на этом все. Всем удачи, надеюсь, у вас не будет проблем, и мы с вами сможем совершенствовать нашу шапку профиля и оптимизировать ее работу. Всем до свидания, пока!